Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Так, я так понимаю, что в месяц Рамадан активность немножко спадает, но все-таки коротать время вместе намного интереснее и надежнее. Много поступило, конечно же, вопросов ко мне и в Директ, и в WhatsApp, и в Telegram. Вот. Ну, как говорится, на каждый вопрос по мере своей возможности мы постараемся ответить. Вот. А так, немножко забегая вперед, буквально на днях мне один брат подарил книгу. Это такая книга, называется «Кавказ и Чечня. Обозрение европейских ученых». Сама книга, возможно, и автор данного проекта потрудились на славу. Ну вот, какие могут быть, давайте скажем так, данная информация, которую вообще мы обсуждали и говорили, она, почему вот эта книга стала нам интересна, хотя мы и, алейкум ассалам, нам эту книгу, поступила информация, я увидел обычный нарнийский пост, в которой, ссылаясь на эту книгу, оскорбительным характером, в оскорбительной манере был написан пост якобы о башенной культуре в Чечне. Якобы об этом они взяли информацию у чеченских ученых, исследователей, так сказать, ученых сказать не могу, но у исследователей. Я данный вопрос, зная культуру работы немецких ученых, да и вообще, альхамдулиллах, заур, зная работу немецких ученых, да и вообще нормально, маломальски уважающий себя ученый никогда не будет писать в оскорбительном характере работу, оскорбляя там определенные периферийные части нашего региона. Речь идет, вы, наверное, знаете, о Бруно Плечке, который написал о башенной, как говорится, башенной культуре нашего народа. Ну, почему меня заинтересовало это?
заинтересовало это меня, опять же, в этом посту было написано, чтобы не ошибиться. Давайте я зачитаю, постараюсь зачесть вам его. Чтобы вам было понятно, о чем речь идет вообще. Так. Честно сказать, сколько нордических сказочников появилось, меня это не удивляет и абсолютно не интересует. Главное в данной ситуации, чтобы не затрагивали непосредственно нас, наш народ, наш этнос, нашу историю, культуру, вот эти сказки о том, что якобы взяли, у кого-то отобрали, украли, своровали. Ничего, я... Видать, я надеюсь, что я в ближайшее время свяжусь с Муслимом, и мы постараемся, сейчас. Сейчас я 353. Ибрахим, текст, который я тебя попросил с немецкого перевести, ты можешь мне скинь его на WhatsApp, если у тебя сохранился? Асум переводин хаятин, текст я царь хаятан минутан. Халдаться. А я бы пока объяснил бы кое-что. Объяснил. Алейкум ассалам аси. Ибрахим, о связи АУ, ты помнишь, о чем я тебе говорю? Скинь мне текст, который я просил тебя с немецкого перевести. Чтобы я до людей довел.
и перевел, так сказать. Так вот, слушайте, все, Ибраим, дошло. Дерес хил. Ага, текст есть. Так, и момент. О непрофессионализме работы и благодаря нашим нарнийцам мы узнали. Так вот, фамилии называть я не буду, есть предположение, кто это делает. Есть один любитель изучения всего, особенно он пытается переводы делать и доказывает о величестве своей истории ингушей. Благо, то, что касается ингушей, меня не волнует вообще. Но он всегда акцентирует внимание, что у него все точно, что у него все правда. Этот человек опубликовал скрин, опубликовал его на Фейсбуке, в Инстаграме, опубликовал скрин, где написано, он говорит, что я взял это у чеченского исследователя и зачитываю. После завершения работы я получил, речь идет об немецком ученом, если я не ошибаюсь. Немецкий ученый вроде бы. Сейчас, подождите, чтобы быть более точным. Бруно Плечке, доктор наук, профессор географии Кёнигсбергского университета, исследователь Маньчжурии, Туркестана, Кавказа, России, автор более 20 научных статей, монографий и картографических изданий, участник Первой и Вторых мировых войн, автор трудов, ну и так далее и тому подобное. Вот о ком идет речь, о работе Бруно Плечке. Итак, смотрим. Дополнение идет. После завершения работы я получил от Ингушского института во Владикавказе первый том известий об этом институте, с которого он начал свои публикации. Известие Ингушского научного исследовательского института образования. Выпуск 1, 1928 год. В томе содержится ряд интересных статей различных авторов земли и фольклора Ингушского района. Использовался только рисунок, воспроизведенный на рисунке номер 4, который показывает архитектуру Ингушской оборонной башни и статьи И.П. Щеблыкина «Искусство ингушей в памятниках материальной культуры». Поэтому в Ингушетии мы имеем дело с теми же типами оборонных башен, которые преобладают на юго-западной части Чеченской области, которая уже была хорошо известна в основном. Чеченские башни, которые я рассматривал, отличались от ингушского, показанного на рисунке, только в той мере, в какой... Дальше слушайте, вот здесь интересный момент. Только в той мере, в какой он был самым низким. Самым низким. Подчеркиваю момент. Точка. И еще один интерес к исследованиям заключается в том, что центр этой необычной культуры северо-восточной Кавказской башни, вероятно, можно найти в ингушских районах. Так что чеченский район можно рассматривать только как маргинальную зону, и вот маргинальную зону излучения этой культурной зоны. Во всяком случае, было доказано, что ингуши известны своей башней, и что с соседними народами они консультировались как мастера-строители. Поэтому чеченцы в некоторых случаях осетины являются... Поэтому чеченцы и в некоторых случаях осетины. Точка написана. Является ли это также применен
применимым в Хивсурети и особенно Тушети, которые использовали военные башни в соответствии с докладом Мерценбахера того же типа, но чья территория недоступна для ингушей. Этот вопрос еще не рассмотрен. Кроме того, богатство различных форм могильников, по-видимому, ну и так далее и тому подобное. Дальше уже не столько важно. Хочу вас, уважаемые мои братья и сестры, объяснить несколько моментов. Я вам сказал, запомните один момент. Я никогда, у меня не было привычки, не было привычки у меня писать на книгах. Никогда. Ну, для меня это было некоторое неуважение к труду. Но в данной книге я специально сейчас хочу отметить момент, который я прошу вас обратить внимание. В котором акцентирую внимание нарнийца, который взял его у так называемых некоторых работников наших исследователей. Так, показывают башни, которые ингушского посольства. Вот, слушайте, только в той мере чеченские башни, которые я рассматривал, отличались от ингушского, показанного на рисунке только в той мере, в какой он был самым низким. Подчеркиваю, в какой он был самым низким. Уровень строительства. Имеется в виду чеченских башен от ингушских. Запомните момент. Еще один интерес исследователь там дальше идет. Только в той мере, в какой он был самым низким. То есть чеченские башни имеется в виду. И дальше смотрим. Особенно хочу отметить, что данное слово было выведено большими буквами, большим шрифтом у себя в контексте. Какие же эти слова? Смотрим. Так. Вот. Можно, вот подчеркну, можно рассматривать только как маргинальную зону излучения этой культурной зоны. Маргинальную. Запомните эти фразы. То есть идет о башенных комплексах Чеченской Республики, сравнение с ингушскими. Хочу сказать, что это дополнение после завершения я получил от Ингушского института, здесь говорится. Давайте для людей, которые не сведом, посмотрим. Хочу отметить, что этот нарниец, скрины у меня есть, у нас есть даже предположение, кто автор, кто занимается этим. Давайте посмотрим, что же для людей не знающих, посмотрим, что обозначает маргинал. Человек, оказавшийся не своей социальной среды, опустившийся, изгой. Вот эти слова обозначают маргинал или маргинальный. Еще раз повторю. Человек, оказавшийся вне своей социальной среды, опустившийся, изгой. Вот эти слова нарнийцам в своей статье, сравнивая чеченские и ингушские башни, большими буквами написал нарниец под псевдонимом Ингхард. И вот интересный момент. Я засомневался просто-напросто, что, во-первых, мне стало интересно,
как такое мог написать немецкий ученый, профессор, ну и так далее. Все его регалии перечислять не будем. И мне стало интересно, кто же так сделал? Во-первых, мне эту книгу сразу же отреагировал мой брат, огромная ему благодарность, так сказать, задонатил вот эту книгу, которую тот официально взял и говорит, вот сами чеченцы пишут. Да, вне всякого сомнения, даже если я знаю, что под пристальным микроскопом наблюдают за моими статьями, где там кто-то может изменить или поошибочно записать черкесский, чеченский. Ну, бывают такие моменты, да? Я признаю, когда я не прав, если мне прислали текст. После этого я стал проверять все тексты, которые мне присылают, достоверности. И я зашел, эту книгу мне достали. В первую очередь я надеялся, что благо люди, которые написали эту книгу, называющие себя исследователем, я надеюсь, с Муслимом Урдаловым я не связывался. Я постараюсь связаться с ним. Думаю, в Фейсбуке мы знакомы. Что данная книга носит оскорбительный характер в адрес чеченского народа или чеченской культуры. Я понимаю, что Муслим вполне возможно детально не изучал эту книгу. Но факт остается фактом. Несмотря на то, что переводчики могли ошибиться, эту книгу перевели. «Горе-2» переводчика, в котором перевод гласит так. А теперь я не поленился, обратился во все инстанции, в том числе знающие великолепно немецкий язык, и отправил оригинал текста этого дополнения, которое называется, текста в Германию. И послушайте разницу перевода. Я вам заметил, момент, да, который мы зачитали и подчеркнули на этой книге. Здесь было сказано, чеченские башни, которые я рассматривал, отличались от ингушского, показанного на рисунке, только в той мере, в какой он был самым низким. Мы это зачитывали, вы помните. В оригинале написано, чтобы было понятно. Рассматриваемые мною чеченские башни отличались от ингушских, изображенных на рисунке, только тем, что отсутствовала нижняя арестантская, то есть сводочный этаж был самым низким. Первый момент. Отсутствует часть текста. Первый факт. То есть это фальсификация, подрезали, и смысл меняется. Меняется самым низким, и отсутствие этажа, разница, чувствуете. Это достоверный перевод. Второе. Момент можно рассматривать, который было написано. А теперь давайте самое интересное. В оригинале написано, зачитываю, можно рассматривать. Этот нарнийский исследователь вместе с этими, я не знаю, как их назвать, исследователи или переводчиками, перевели. Можно рассматривать только как маргинальную зону излучения этой культурной зоны. Написал нарниит в своей статье, написал горе-переводчики, написали, там два переводчика. В оригинале написано, Чечни можно, пожалуй, смотрим. Ингушетии, так что регион Чечни можно, пожалуй, рассматривать только как периферийную зону излучения этого культурного ареала. Периферийную, то есть крайнюю, отдаленную, что не соответствует никаким образом слова в немецком. У немецкого ученого нету слова, ни единого слова о маргинальном совпадение, там, слово маргинальное вообще отсутствует. Есть написано периферийная зона излучения этого
культурного ареала. Так написал немец. Не оскорбляя, не говоря ничего. О периферийности, то есть совпадение крайних, то есть где совпадает границы, западная там наша граница с ингушской восточной границей, совпадение. О периферийности речь идет. И плюс ко всему, ни в оригинале текста, ни даже у этих горе-переводчиков, которые сделали на этой книге, нигде не выделено слово как маргинальный большими буквами в контексте этого текста. Срезали в одном моменте, срезали половину текста, строчки, чуть ли смысл поменялся. Во втором он просто увеличил и показал, что это оскорбляет данные башенной культуры чеченского народа. И этот человек, детально изучающий материалы истории, особенно касающие Ингушетии, он там выкладывает, там немецкий ученый это сказал, французский вот перевод в оригинале. Я не интересовался, я даже не смотрел, что там написано. Это не касается меня. Но я заинтересовался то, что было написано на касающееся чеченцев. И тут же поймал на фальсификации. Конечно, он сейчас попытается сказать, ну ваши сделали, я сделал перепост. Любой исследователь, ученый должен был проверить лишний раз. Я не исключаю два этих переводчика, которых, к сожалению, не знаю, как они учились, через что они переводили. Но есть слова-синонимы. Я не вижу, по крайней мере, не знаю. Для меня слово маргинальный и периферийный никогда не были синонимы. Скажите, вот среди вас, наверное, есть лингвисты, есть ученые. Совпадает ли смысл маргинальный, который я вам зачитывал, изгой, отстой и так далее и тому подобное, приписывают целой башенной культуре чеченского народа, и периферийную? На периферии это люди, которые живут по краям. Периферийная это Хельдиярова, периферийная это Шарова, периферийная Чеберва, периферийная на сегодняшний день Аух, периферийная и так далее и тому подобное. Периферия это самый край нашей родины. Вот таким образом используют любой момент для оскорбления нашего народа, для унижения, будь то в башенных комплексах. Самое интересное, что для меня непонятно, дополнение после завершения работы я получил после завершения работы. До этого момента там не говорится ни о чем подобном, даже в таком контексте. Понимаете? И мне немножко непонятно, с кем нужно мне бороться, я не знаю, с кем можно работать. Возможно, эта книга возможно, может быть, она хорошая. Может быть, я не знаю, 380, сейчас вам скажу. 432 страницы. Книга далеко не дешевая. В принципе, не дешевая. Эта книга стоит 1000 или 1500 рублей стоит эта книга. Книга, переведенная нашими исследователями, переводчиками, использованная нарнийскими блогером, якобы взял, и даже, он говорит, даже чеченцы сами говорят это. Понимаете? Вполне возможно, что он тоже мог бы перевести, он воспользовался. Он увеличил слово маргинальность, контекст, где говорится о низких башнях чеченских и так далее и тому подобное. Так с кем нам нужно, кому нам нужно обращаться? С кем вести работу? Со своими внутренними врагами, которые не дорабатывают. Врагами я не скажу, людьми, которые, я не знаю, чем. Неужели каждый момент мы должны смотреть, проверять, указывать, вот здесь недоработано, вот здесь недостроено, вот здесь. И плюс ко всему, всегда упрекают еще, что это антинаучно заниматься блогерской деятельностью. Это не уровень, не академический уровень,
ни уровень там специалистов истории и так далее и тому подобное. Однако специалисты, блогеры, исследователи находят столько вещей, от которых реально становится немножко тошно, честно сказать. Реально тошно. Я не знаю, может 1000 книг это, может. Это только 2 момента в переводе, которые я нашел. Ну, грубо говоря, мы нашли, да? То, что мы увидели. Оскорбительно ли это звучит для людей, которые изучают, которые передают своим потомкам знания о нашей культуре. И там даже не говорится, опять же, возможно, немецкие ученые, хоть эти материалы были присланы, дополнение там написано, присланы из Ингушского университета. Они-то, конечно, могли в то время написать все, что угодно. Я не отрицаю этого факта. Но несмотря на это, я не ищу различия между нашими башенными комплексами. Но в отличие, может быть, и от Бруно Плечки, и от остальных, я поездил по своей родине, начиная от Галанчожа, и Тумкали, и Шатой, Шарой. Я видел башенные комплексы моей родины. Да, без всякого сомнения, я не видел башенные комплексы Ингушетии. Но, благо, изучая материалы, касающиеся советского периода, и даже нынешние, современные, я видел башенные комплексы соседней Ингушской республики, видел башенные комплексы Чеченской республики, видел также башенные комплексы Хевсурети, Сванети, Тушети, башенные комплексы. И, честно сказать, я нисколько не хочу ни в коей мере там опустить уровень познания немецких ученых. Я просто хочу сказать, при изучении, я всегда вам говорил, при изучении любого материала, немец, француз, без разницы, всегда смотрите его автобиографию. В каких местах этот человек побывал, кто у него был в сопровождении, кто ему говорил, кто записывал. Тогда многие вещи становятся ясны. На сегодняшний день, чтобы было понятно, Центральный Кавказ, то есть наша родина, Нохчичуа, фактически вообще не была изучена. На многих картах этот промежуток просто пустой. На многих картах. Там, где про Тартарию, более древний, когда ты смотришь, там есть, конечно, и Скифия, и Сарматия, но именно центральная часть, она пустая. А Кавказ — это место, где был шелковый путь. Это где всегда было перемещение людей, путешественников. Мне просто непонятно, или, возможно, мы не видим, возможно, где-то какие-то места закрыты просто-напросто, недоступны. На многих местах не изучено ни флора, ни фауна, ни тем более башенные комплексы нашей Родины. Все изучалось в более позднем периоде, там, ближе к 19-му, во времена там уже Берже и остальных. Что касается Бруно Плечки, я нисколько, опять же я говорю, нисколько не умиляю, не говорю, что их работы являются непрофессиональными. Нет, конечно, для того времени это было вот что-то новое, ноу-хау. Но, допустим, башенные комплексы Тушети и башенные комплексы Шаройского района, которые, кстати, друг другу ближе по территориальному и граничат, фактически граничат, Дедуэти, там, Тушети, они являются идентичными, но не являются идентичными с ингушскими. И таких башенных комплексов нету в Дагестане, как пытается Красный Горшок. И его, кстати, поддержка, вот Ингхарт как раз таки является, у нас есть предположение, кто этим занимается. Они писали, что якобы восточная это копия там аварских башен нету. А то, что есть, то, что я по крайней мере изучал, они вообще не совпадают.
были очень сильно недовольны, там писали, что новодел и так далее. Вот это Сванские башни скопировали, норвийцы написали, опять же. Но как могли скопировать Сванские башни, когда эти, сейчас они написали, что сейчас, ну, эти башенные комплексы Хуай находятся там, зафиксированы с советских времен, есть фотографии, есть открытки. То есть это не новодел, его реставрировали. То, что взаимствовали друг у друга, могли это взять от сванских башен, или построить сванские мастера для чеченцев, или, не знаю, или наоборот. Тут разницы нету никакой. Но в этом случае это не делает ни в коем случае ни территорию Хуай-Сванетии, Грузии, ни территорию Сванетию, там, чеченской или ингушской. Вы должны понимать одну мысль, что если вы были мастерами, грубо говоря, да, вы не могли столько башенных комплексов построить в Осетии, допустим. Башенные комплексы есть и в Осетии, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее, в Грузии, в Тушетии, и в Суретии, и в остальном. Потому что просто численность самих людей, количество, статистические данные не позволяют, чтобы построить башенный комплекс одному человеку, если это один человек старается даже. Нужно очень долго времени, даже с современными возможностями в горной части. Я не знаю, если там были рабы поставлены, над рабами поставлен один архитектор, как во времена там древнего Египта, да, и задействованы, и они строили в Осетии, в карачаевцев, у балкарцев, у адыгов, у осетинов, у абхазов, я не знаю, в Дагестане, в Грузии, в Чечне, везде строили, то, я думаю, должны были остаться какие-то вот что-то такое, что свойственно всем этим башенным комплексам, они должны были быть, по крайней мере, одинаковы. Но различия очень сильные. Я ни в коем случае не принижаю и не говорю там ваши лучше, наши лучше. У меня нету такой темы. Опять же, я прошу задуматься над тем, что люди, которые делают эти посты, закидывают эти карты, потом пишут мне, а какова, вот написал сегодня, я думаю, что он в эфире, Муслим Гулоев, кажется, ты же в эфире, да? Я думаю, что ты в прямом эфире, в любом случае, Хиро. Ты пишешь, а где сказано, что эти земли казаков были чеченскими, или что их отвоевали чеченцами и так далее и тому подобное. Написал ты якобы, упрекая. Во-первых, речь не об этом. Речь не об этом была. Речь в Ингушском округе был. Мы взяли Терскую область и нарисовали карту по своему желанию. А это желание везде совпадает, и современное, и с нынешним. И написали, что это Ингушский округ Терской области. Еще раз говорю, я вам на вторых картах в этом посту указал, это Терская область. Взято с более раннего периода, то есть 1860 по 1860 по 1868 год земли Терской области, там написано же. И два исконные ингушские, верхняя, нижняя часть, там Джайраховский район, остальное, и верхняя часть. А остальные, вплоть до Владикавказа, где это был Сунжинский округ, опять же, вы начинаете говорить, что эти земли были отобраны у вас только. Только у вас. Но на этой же карте мы видим, что захвачено весь Ачхой-Мартановский район фактически, Грозненский район, вплоть до станицы, ныне называется Петропавловская, Ильиновская, по Сунжи, Чуртугой, Чуртуе, Нохчи. До этих мест все земли, это по Терскому, по Сунжинскому редуту, построены, как говорится, Бяхмабилош. Да. Я в эфире. Вот. Построены и отданы терским казакам. Без того же,
как вы говорите, эти земли никогда не были пустыми. По материалам Ермолова, которые я тоже публиковал, вы знаете, вплоть от Моздока до Владикавказа, эти дороги были и нападали на этих местах, всегда нападали, будь то чеченцы, будь то адыги, то есть кабардинцы нападали. Об этом есть материал, очень много. Если бы там был бы промежуток такой, как вы называете, там никогда чеченцев там не было. Я к чему это сейчас хочу сказать, ладно. Я не говорю, что не было совместных каких-то действий. Я не говорю другого. Но возьмите ваши есть источники, ваши документы. Создание Казачьего округа, создание Сунжинского. Кто бы то ни был, эти завоевания были сделаны Российской империей. И эти земли, вплоть до Малой Кабарды, которые были выкуплены у Бека Черкасского, были розданы или посажены туда терские казаки, в первую очередь. В дальнейшем эти земли были розданы после окончания Кавказской войны, были отданы тем офицерам, которые служили верой и правдой российскому императору. Или императрице, императору, без разницы. Доказательства этому вы можете прочитать в документе, который я вам зачитывал. Много раз, снова и снова. И эти земли отдавались в вечное пользование этим людям. Его Величеством, императором Российской империи. Не потому, что эти земли принадлежали им всю жизнь и что они там жили, а потому, что они верой и правдой служили российской короне. Против кого, чего, это уже суть не мне вам объяснять. Это вы так прекрасно знаете. Вот таким образом эти земли были потихоньку розданы. Жили ли там ранее, вы утверждаете, что там были какие-то кабаки и так далее. Нагайцы тоже утверждают, что это земли их. Адыги говорят, что это эти земли их. И разницы никакой нету. Почему? Нагайцы могут показать памятник. У вас же есть там памятник стоит этому нагайскому хану, как его там звали. Есть доказательства, что они были там? Есть. Но если сегодня, допустим, потомки, я не знаю, Тимуридов, там, не знаю, Тамерлана, потомки или Аланского царства, или Хазарского царства скажут, что мы здесь были до вас, и эти земли наши, исконно наши, до появления вас, является ли это потому что они были там. И намного раньше вас, когда ни вас, ни нас, может быть, и не существовало. Вот таким названием. Ассаламу алейкум, башлам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Куда что, Шимон Шай? Да, что? Башлам. Хак амилан, это уж из сацум, а уж версо, хотя усы, хаз эфиря, юг арцами уж доша речь. А порбла, вист версо. В общем, Раскамата вистеруса цар ундер, что они нашел их раскамата, они нашел. Дюняна дадол зайт герч, гарбол герч. В общем, наши братья младшие, можно сказать вот так вот, связывают строительство башен со своим этнонимом. То есть Алга, они отвечают, что типа строители башен. Если посмотреть, то ни в одном из названий тайпов обществ, народов, там из соседних, я не знаю, слово «га» у них не связано ни из каких из обществ, в общем. То есть житель башен, чтобы житель башен назывался Галга, нужно, чтобы вот эта топономическая, точнее привязка этнонима «га» привязывалась и к другим кому-либо там. То есть
Во-первых, они себе придумали такой миф, что они строители башен. Второе, когда они придумали этот миф, они стали показывать на самом деле действительно башни, вот эти башни. Но эти башни у нас не называются гала. Те башни, которыми они гордятся, приписывают все, как бы сказать, в округе к себе, эти башни называются бау. Если привязывать туда еще окончания, в основном их должен назвать или баухо, или бауло. Строитель башен, человек, который связан с этими башнями. Бауло у чеченцев есть такое общество, тайпис, баулой. Получается, если чисто по привязке, эти баулы имеют больше права все вокруг, имеют право больше приписать именно к себе. Но они этим не занимаются, и альхамдулилля, хорошо, что они до этого уровня не опустились. Что еще можно сказать? Когда в Чечне строились башни, в то время этнонима галга вообще не было известно в истории, в природе. Есть чеченские башни, которые датируются там X веком, XI веком, XII и позже, вплоть до 16 столетия строились в Чечне башни, да. Что я хочу сказать? В это время, когда первые чеченские башни строились, не было народа галга. Их общий предок, Таргимхоевский, Экихоевский и Хамхоевский общий предок по ДНК, по ингушскому ДНК жил 1000 лет назад. То есть там тогда жил один человек, который себя называл Галга, отец вот этих 3 братьев, в лучшем случае. То есть это имеется в виду, если отнять от 21, то есть 21 век, отнять оттуда 1000 лет, получается это 11 век. Да. То есть по ДНК примерно общий предок жил у них тогда. Там дедушка, что ли, этих 3 братьев, там прадедушка, но не особо далекий от них человек. Он физически, как бы сказать, не мог строить эти башни, во-первых. Во-вторых... Но он не мог их строить в 9 веке, потому что это за 200 лет вообще появления. Да, я что хочу сказать. Когда человек появляется вот с таким именем Аллах на свет, он не берется сразу с пеленок там строить башни. Ему нужны люди, ему нужно найти причину, по которой он должен эти башни строить. Допустим, обороняться от врага. Основная цель этих башен в чем заключалась? Именно мы говорим о тех башнях, которые мы сегодня называем вау. Эти башни строились с оборонительной целью в основном. Есть те башни, которые просто служили как бы маленьким постом, что ли, как бы, чтобы смотреть, что по сторонам, какая опасность. Предупредительные, сторожевые, в общем, по-разному их можно назвать. Наши чеченские башни, есть их в большом количестве, но большая их часть развалины, разрушены. Но, альхамдулилля, несмотря на все это, они до сих пор стоят, их еще сотнями осталось. Где-то целиком они сохранились, где-то они сохранились до нижних этажей. В общем, эти башни наши строились для оборонительных целей, и они полностью для военных целей. Борчосом является. Да, нет, домой. Чеченские башни строились для оборонительных целей и полностью эксплуатировались именно в этом направлении. Чеченцы столетиями защищали свою родину, пытались сохранить свою самобытность, и башни служили им одним из, как бы сказать, помощником в этом деле. Сколько наших башен было уничтожено в одну только в Кавказскую войну. Я не говорю о тех башнях, которых людям приходилось, допустим, как бы сказать, в которых людям приходилось обороняться и более раннее время. То есть те люди, которые начали строить башни только тогда, когда чеченцы их перестали уже строить, пытаются нам внушить, что мы заимствовали у них вот это строительное, как бы сказать, зодчество.
их разговор полностью противоречит логике, любому здравому смыслу. Их вот эти утверждения противоречат их же народным преданиям. Вот сколько ингушских преданий, в которых говорится, что это построили греки, эти построили джельты, это построили те, эти построили эти. В общем, как бы... Ну, грузины говорят, что вот этот храм Хабаерды построили они. Да, грузины так говорят, армяне так говорят. Да. Но кто бы что бы ни говорил. Еще один хороший, прекрасный пример доказательства тому, что башенное вот это строительство у нас развивалось полным ходом, служит то, что в Чечне упоминается самая древняя наша башня. То есть и взять чеченский, взять ингушский, датируемая самая древняя башня именно находится в Чечне, V веком которым. Это я то, что сейчас вот могу вспомнить. Да, она локализуется в Чечне. Когда эта башня строилась, народа Галга в истории не упоминается. Сейчас начнут там приписывать гелов, все, что на букву Г и в которой содержится буква Л, они припишут себе, но в любом случае такого слова Галга не было. Были, может, гелы, галай, кто их знает. Возможно, это слово несло имя одного из... Ты помнишь, нет, не знаю, был один сказочник, который рассказывал, что было государство Гелхастан и так далее и тому подобное. Ты помнишь? Я знаю такую область. Так, я хочу сказать, со мной связались адыгеи, и они говорят, что данное государство существовало, но в пределах совсем других, и оно было адыгское. Кабардинская, адыгская, то есть они говорят, что это от князей, там он перечисляет мне там ряд. Я говорю, ну а какое это отношение имеет к нам, допустим, к Нохчеве или Гала? Он говорит, никакого не имеет отношения. Я просто хочу тебе сказать о чем. Ареал обитания, возможно, даже если упоминание там есть где-то Гелхастан, Гелия там, и так далее и тому подобное, привязать его, как и то же самое название Гаргарея, или Амазонки, который говорит, там, каждый тоже может делать. Настолько недостоверно, потому что никогда ни Страбон, ни Геродот, ни один из них, вот этих древнегреческих, основывается, которые они сразу начинают говорить про Страбона. Вот. А если они говорят про Страбона, ни один из них никогда не был здесь. Территориально они примерно приблизительно только могли фиксировать. Даже это те ученые, на которых они ссылаются, это древнегреческие ученые, сайт. Я хочу, чтобы ты понимал. Даже ученые, которые были сами на Кавказе в 18-19 веке, точно не могли указать ни ареал, ни территорию обитания. Приблизительно. От Дарьяла до Андийских гор. От Дарьяла до Андийских гор. Я слышал, одна из областей кабардинцев, черкесских наших братьев, вот этот небольшой, как бы сказать, относительно район находился примерно в пригородном районе, ну, плюс-минус по соседству, да, вот, чуть-чуть западнее даже, примерно от нынешнего Владикавказа. Вот в этой области я что-то помню, но как бы они не хотели на себя это, как бы сказать, взять, у них все равно это не получится, тем более предоставляя карты 18 века, 19 века, в то время, когда ничего подобного на этой территории никому из исследователей, которые действительно побывали здесь, не было известно. Еще один момент, когда чеченцы могут быть спокойны относительно того, там, вот этих их упреков, что якобы мы у них что-то заимствовали. А в то время не то, что ингуши могли оказывать какое-то политическое, там, не знаю, культурное влияние, они сами кое-как избегали всех этих влияний со всех соседних областей. И с Осетией в плане языка, и, допустим, с религией, там, со стороны некоторых их северных и южных соседей, допустим. Также язык со стороны чеченцев, сколько изменений в ингушском языке последовало из-за влияния чеченского языка. Об этом пишут их любимые вот эти исследователи, которые лично побывали в Ингушетии, немало от них понаслышали всяких бредней и записали свои книги, которые они пытаются в итоге потом нас упрекать. Еще один такой момент, потому что там очень интересный. Вся вот эта разновидность чеченских башен,
подтверждает лишь то, что эти башни, как бы сказать, зарождались здесь, вот это зодчество зарождалось здесь. Упоминание глиняных башен, допустим, возможно, они были изначально деревянными, и их потом обкладывали глиной. Тех же деревянных башен, сколько у нас было, как бы сказать, упомянуто. Я знаю, что слышал, сайт, читал где-то, не буду говорить, я читал, что деревянные башни начали обрабатывать землей в то время, когда начали наконечники обматывать, и чтобы не загорались башенные комплексы, начали обматывать их и обделывать, как вот эти турбочные дома, желтой глиной. Вот для этого. И когда я разговаривал с кандидатом исторических наук, с Кизримом Хаджи Ахмедовичем, ныне живой, Саид, наушников нет, говорит, у тебя просто там фонит очень сильно. Наушник шалит зарядки, Так вот, он говорит, что вот как раз мы говорили, что были еще в то время, в советское время, были исследования, находили в этой области, то есть Ичкерийской области, Ауховской области, находили башенные комплексы, которые были из бревен, самана и бревен. Но в то время на это не стали обращать более такого конкретного внимания, потому что вы должны понимать, сегодня, как ты знаешь, в последнем эфире я об этом говорил, появились норвийцы, которые, ну ты тоже знаешь этого норвийца, который говорит, крадут у нас камни, отвозят в соседний регион, строят новые башни, вставляют этот камень и удревняют свои башни. То есть вот этот наш забайкальский, уральский пельмень немножко не дружит с головой, он не понимает, что взять камень, сделать анализ камня и отвести, сделать его, удревнить невозможно. То есть он считает, он реально считает, настолько он... И те люди, которые принесли ему написанный текст, были баранами. И тот, кто это зачитывает, баран, потому что он мог просто-напросто пройти, проверить, как вообще, каким образом. Он не говорит ни раствор, он не говорит ни древесину, обычно, которые берут для анализа. Он говорит, берут кусок камня и удлиняют свои башенные комплексы. Паша, а ты думаешь, что он действительно такой глупый человек, чтобы в то, что он говорит, вот в этом, как бы сказать, контексте, он, думаешь, он верит сам себе? Верит, не верит, это не важно. Важно, что он получил задание и он отработал. Башлам, а мне кажется, они просто готовят почву, чтобы вот эту древность чеченской архитектуры, как бы сказать, потом, как бы сказать... Я тебе скажу, я честно тебе скажу, я не претендую и не имею в виду то, что наши башни более древние, что от нас. Я этого не говорю. Знаешь, почему не говорю? Потому что если мы это будем говорить, это немножко неправильно. Объясню тебе почему. Забегая за 16 век, это не народ, это не этнос, понимаешь? Мы были одним единым этносом. Как нас называли, дурзуками или кисинцами, что мы были одним единым целым. Ты же знаешь, есть материал, где говорится, что этот где вообще предки Галгаев из Аргунского ущелья ушли в Асинов. Есть материал, есть это, который написали ученые. То есть я но я тебе про корень говорю, понимаешь смысл? Вот эта тупость, которая сегодня появилась, якобы мы отдельно, мы древнее вас, вы отдельно древнее. По ДНК сказали 1000 лет, по-другому сказали другое. Ну, просто-напросто, понимаешь, люди хотят, я не мешаю. Я не говорю, что они являются авторами. И неправильно будет с твоей или с моей... Бруно Плечки, вот, который материал мы взяли, ты знаешь, его публиковали в советское время, на газетах публиковали, в разных газетах 20 века, когда газеты публиковали. Это научные труды, ссылаясь на него. И нигде не сказано Бруно Плечки в своем оригинальном материале, нигде. Я опять же утверждаю. Дополнение там написано, которое прислали с Ингушского, с Владикавказского университета ингушских ученых. А у Бруно Плечки не написано, что это
вообще является, вот комплексы зодчества являются или чеченским, не сказано в этом. Да и неправильно это будет. Во-первых, для того, чтобы это доказать, должны создать консилиум, в котором будут карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, осетины. Даже если они говорят, что там есть аварский стиль башни, аварцев пригласить. У лезгинов есть башенные комплексы, они круглые строили, я видел. Всех адыгов, всех собрать на один большой симпозиум, посадить их и сказать, эти комплексы, где они, на что они похожи. Похожи, допустим, ты видел, нет, не знаю, думаю, что ты видел. Ты же видел уральско-туристские башенные комплексы. Они строили точно так же в недоступных местах, на скалах. Почему мы не можем сказать, что в древности наши предки, поскольку мы являемся потомками, близкородственным народом, хуритов и уральцев, то это оттуда взяли. Никто это не рассматривает. Второй вариант. Хотя я читал у советских ученых, как раз таки, то, что ты говоришь, балвай, это является шоком Ила был лучше. Балвай. Не балвай, прошу не путать. Есть чеченский тейп балвай, а есть чеченский тейп балвай. Вот эти балвай, которые являются героем, по сути, написано, что вообще прародителями, вообще строителями башенных комплексов, особенно в Чечне, по всей территории, являются именно балвай. Есть такой материал, что одно из мнений. И они его, заметь, переняли в аланском государстве после того, как Тамерлан разрушил, и мы ушли в горы, и что они строить начали его там. Это как одна из версий. Но она не подтверждается тем, если у тебя есть башенный комплекс там, 10, 9 или даже 5 века, это сразу обозначает, что эта версия недостоверна. Почему? Потому что мы знаем, что Тамерлан пришел в 14 веке, монголы пришли в 13 веке, хазары пришли в 7 по 10 век. То есть эта версия отпадает. Но факт, что он существует. И ни один человек сегодня не может сказать, хорошо, они обвиняют осетин в том, что якобы эти все башни в Осетии построили, это была их территория, их земля. Представим, вот, что поверили в это. На секунду представим, что, я не говорю, что так, но поверили. Окей, построили в Осетии, построили в Ингушетии, построили, окей, в Чечне. Но где находится Сванетия? Где находится Карачаево-Черкесия? Где балкарцы находятся? Где находятся адыги, которые вообще у них тоже башенные комплексы есть. Тушетия, которые вообще не граничит. Просто возникает. Так сколько из вас было, что вы везде могли построить эти башенные комплексы? Почему? Потому что в 19 веке, в начале 19 века тебе говорят, что и женщин, и стариков, и детей всех вместе взято было всего лишь 8 тысяч, 9 тысяч человек. Всего лишь. Если прирост населения, может быть, я ошибаюсь, прирост населения каждые 100 лет был 1000 человек, буквально убираем 8 столетий, их не может физически существовать. Я за 100 лет 1000, так это есть хоть мало. Потому что таких больших войн, где погибала половина населения и так далее, у них не было. В общем, нигде не сказано об этом. Если говорить, это автоматически уже меняет вопрос. Получается, что мы были одним единым народом. Вот это уже назывались мы зурдзуками, назывались мы хистинцами. Я читал и смотрел все научные материалы грузинских ученых, последних, которые они вообще говорят, все, что касается хистинцев, зурдзуков, это и чеченцы, и ингуши. И чеченцы, и ингуши. Понимаете? То есть они нигде не говорят о том, что это вы, опять же, обсуждается, это Макалдон, это речка, Хистинка, опять же. Но ты видел, нет, не знаю, карту Клопрота. Я думаю, ты видел. На карте Клопрота буквально 1823 года, если я не ошибаюсь, никаких фактов там не существует. Клопрот четко записал, как есть факты. Я это сегодня поэтому опубликовал. Через букву W, не F, не V, а именно W написал факты. То есть это историческое название, как чеченского тэпа, сохранили сегодня ауховские факты. И поэтому они утверждают и говорят, что ночью.
Это речь идет о ближних частицах. Были мы едины, конечно же, без всякого сомнения, были едины. Но первородство, мы были раньше, а вы были позже, оскорбление, это зодчество было только нашим, было вашим. Честно сказать, с этими вопросами... Башлам, можно я чуть дополню? Да, конечно. Не то, что мы были, кто раньше, кто позже, так невозможно рассуждать, так как мы были одним народом Нахчи, и как народ Нахчи, какая-то часть Нахчи, какой-то тейп будут утверждать, что он раньше или позже. Другой тут вопрос. Мы генетически, да, у нас генетика показывает у основного, как бы сказать, числа населения Ингушетии, там, мы один народ, как бы. Если посмотреть исторически, вплоть до 19 даже 20 веков, в основном Галгай, Уабой, Джайрхой упоминается как общество единого народа Нахча. Теперь другой вопрос. Когда Галгай спустились на равнину, как пишет их любимый, как бы сказать, этнограф Яковлев, он объясняет это. Галгай своим числом, как бы сказать, потихоньку передали свой этноним на вот эти другие общества, которые сегодня, помимо Галгай, начали себя называть еще Галгаями. То есть вот эти Вабой, Джайрхой и так далее. То есть мы понимаем, как это все происходило. Другой вопрос. В Чечне нету ни одного общества, который за какое-то там столетие поменяли свой этноним. То есть сегодня они назывались Бена, а завтра они уже себя называют Сонтрой. Такого нету. Когда одно общество передает или насаждает свое имя соседнему обществу. Поэтому тут речи о том, что Бену раньше или Сонтрой вообще не идет. Для нас важно, что наш народ Нахчи был, и в этом народе были. Мы можем доказать, сотни источников можем привести, вплоть до 19, даже до 20 века. Галгай были такой же частью чеченского народа, как сегодня Беной, Цонтрой, я не знаю, кто угодно. Даже Уабой сохранились, как бы сказать, не называют себя ингушами ныне сегодня ни в Чечне, ни те, которые оказались в Дагестане. Самое главное это подтверждать, да никак, как бы они ни хотели, мы один народ, исторически. Конечно, потом раскололись, кто-то там отошел, кто-то там свое имя насадил соседним обществом и стали отдельным народом. Это башенная архитектура, о которой мы говорим, Башлам, я говорю именно конкретно о той архитектуре, которая распространена на землях исторически. То есть народа Нахчи, который когда-то жил до того, как еще некоторые отделились. Мы не говорим о башнях, не знаю, Англии, Испании, там, о Вавилонской башне, мы не говорим. Башня это строение из камня, из дерева, из другого материала, которые сложены, вытянуты вверх в форме. Такую башню несложно додуматься построить ни одному из народов на этой земле. Кто угодно хочет построить какую хочет башню. Ну, в Италии есть пример тому, да, в Италии вроде бы есть такие же башни, в Китае есть. Да, но утверждать, что мы поехали и построили, немножко глупо, согласен? Конечно. Другой вопрос. Мы никто никогда в жизни не упоминали и не утверждали, что эти народы от нас это переняли. Во-первых. Во-вторых, мы никогда в жизни не утверждали, что ингуши от нас это переняли и все такое. Хотя в то время, когда чеченцы строились, ингуши как нация еще не была сформирована. То есть сейчас они сформировались, они как бы, кстати, обособились. Им нужно показать во всем, что они где-то что-то там сделали, где-то что-то построили, все у них перенимали. Но это комплексы обычно бывают у малых народов, у молодых народов. Как бы то, что они не крутили, но против истории не пойдешь, против исторических данных не пойдешь. Можно, конечно, из контекста, как сегодня мы видим, вырезать предложение, заменить слово, дописать свои, короче, так можно, но это далеко не пойдет. Против ДНК не пойдешь. Самое главное, против языка не пойдешь. Я, как бы сказать, родом из самой западной части, можно сказать, точнее, восточной части, они самые западные. Как бы то ни крутили, я их понимаю. Куда они денутся? У них со мной один язык.
Я говорю на том языке, на котором говорят нохчи. Они говорят на том языке, на котором говорили их отцы. Я их понимаю, как они добьются вот этой идентичности своего языка, в то время как у нас десятки тысяч человек говорят точно на таком же языке и считают этот говор одним из диалектов чеченского языка. Да, это оба дела. Два вопроса, которые. Руслан пишет, ровно год назад, месяц Рамадан, здесь обсуждали с Ингуши в Рамадан месяц. Сегодня, опять же, та же тема, ничего не изменилось. Смысл какой, я не могу понять. Никаких изменений. Руслан, тебе и Кавказ Мир написал, еще написал, что мы генетически разный народ, как сказал Сираждин Султыков. Кавказ Мир, да, Сираждин Султыков генетически другой, это абсолютно верно. Да, этот вопрос мы так ответим. Что касается Руслана, который написал год тому назад, во-первых, я не обсуждал Гамучей, и мы не обсуждаем, мы отвечаем на вопросы, актуальные до сих пор. Актуальные вопросы. Хорошо, о чем можно говорить? Ты хочешь поговорить со мной об войне в Украине? Ты хочешь поговорить об изоляции России? Ты хочешь поговорить о мечети, которые не дают строить в Москве, Московской области какие-то шовинисты, я не знаю, нацисты? Ты о чем хочешь поговорить? Что вам интересно? Вещи, которые находятся за 3-9 земелья, которые вы ничего не поменяете, кроме определенной статьи после вашего разговора. Во-первых, этого человека нет. Приблизительно я говорю. Мне сегодня упрекает один человек, прямо, микрофон. Зарядки охота, не раз башлам. Башлам, садоша, ангар дарес. Суарлер вопрос, тарфаница, да и так аппарат выстрелит. Год назад, кого мы обсуждали, понятно, да? И сегодня, и через год, в Рамадан, не в Рамадан, мы будем каждый раз, каждый день, иншалла, обсуждать тех, кто возводит ложь на наш народ. Если кто-то в прошлом году возводил ложь в месяц Рамадан на чеченский народ, и мы им отвечали, то здесь виноваты как раз таки не мы. Он огыш бичта иман халдол шиет хоцадал ибадат дештумёч творил ацумадя идацом, то он иш бицар галга бицар киберш бицар то хульштам бацом. Далатка команте харцо цаит сига болчнех и харцо юч болчнех и харцо цаит боршал двенал иман далахария то цер харцо юхто дерч лелар да царом царга и боршал двенал иман да цаха тхугар бех шмадих аш харцо юсуш то алур да такира дегнашту то нахчи идут говори дэш цит лардин долма о исторический факт ялыш моне лерца да таишяц тхунцала шукт харцо ицайт فأتصل إيمان دول شتاق ولا حمار خبات أويل يشتاق ولا أتصحي وجر شتحي خرد عارة سوش ويقر دقة بيت خربارون قي حقال قوما دات حقال تتو قوما دلا حياك وشتشوه على خساجين ويستخلات هو خارج دولش على يدخل قيتين شو ديكم خدر يحقو شو على يسكر شو ديكم ويسمع نجمع خدر يشادو درسهم باشتان درسي دوا давай عزالي حكايتي شو على حسو سيرجعون Так, да, продолжая дискуссию, Руслан, кажется, да, ей смысл, какой, скажи мне, Башам, ей будешь общаться со своей женой или со своими сверстниками, для начала. Во-вторых, писать имя с большой буквы надо. Ну да ладно, это не суть важно. Об этом не столько важно. Прежде чем меня упрекать в чем-то, ты хотя бы проанализировал бы, о чем речь идет. Я не знаю, какой ты национальности. Честно сказать, я не знаю. Скажи мне свою нацию, я тебе скажу, какой смысл это делать. Почему вы не псевдо там защитники, там год прошел. Да при чем тут год прошел? Если клевету наводит на твой народ. 4 года прошло, люди до сих пор обсуждают и говорят, что вы украли, вы своровали, вы несправедливы. Месяц, Рамадан, не Рамадан, делают статьи, закидывают. А что мы должны обсуждать? 20 лет пока щелкали, пока не говорили, даже не обращали внимания. Ты знаешь, сколько вещей вышло? Сколько сотен карт вышло? Сколько людей поверили этим сказкам? Это лжи поверили. Сегодня делают меня или кого-либо другим. Да без разницы, оставь, окей, оставим наших западных соседей, братьев. А что, в Дагестане не так, что ли? Великий Аваристан рисует там пол республики до Каспийского моря нарисовали, выпускают карты. И когда я говорю
это ложь, это не было никогда такого. Они говорят, ты веришь российской пропаганде. Он не говорит это Академия наук России, не говорит это он. Не говорит русским историкам, он не говорит это. Он это говорит мне. Якобы до прихода русских было наше такое государство, которое было от моря до Грузии и так далее и тому подобное. Странно. Я почти все грузинские, азербайджанские, турецкие карты смотрю, но ни на одной карте путевой я не видел такого государства. Я не против их государства, главное, чтобы они не переходили границы. Живите там со своим андийским койсу, там, стройте свое великое государство. Нет, они захватывают половину там регионов, вплоть до Астрахани доходят. И что мы молчим, потомки молчат, через 10-20 лет по мере возможности начнут размножаться и претендовать на эти земли. Ты ему персонально скажи, что ты здесь на весь мир ему говоришь, это он же тебе персонально сказал, ты ему тоже персонально сказал. Кто сказал персонально? Ты вообще сейчас о ком говоришь? Кто мне сказал персонально что-либо? Персонально что-либо ко мне конкретно должно быть, если речь касается меня и его. Понимаете? Послушай, ты вообще сам понимаешь, что ты пишешь? Бедный ты, я не бедный вообще. Может быть, ты не будешь писать, зайди в эфир, показывая свое лицо. Зайди для начала, зайди в эфир. Тебе же никаких проблем нету, ты пустую аватарку создал, даже, возможно, это и не твое имя. Если твое имя, зайди, расскажи конкретно, кто сказал, что сказал. Ты зашел и говоришь, год тому назад это обсуждали. Я тебе говорю, это не год тому назад, и до сих пор идет это байда и пишут. И пишут это не мне, а всем, про весь мой народ. Ну, если ты в Грозном, встреться со мной тогда. Я тоже в Грозном живу, встреться. Расскажи мне. Расскажи мне тогда, встреться и расскажи, что блогеры, не блогеры. Я не заходил сюда 2 недели. Сегодня я вышел в стрим, чтобы ответить людям на вопросы. Ты заходишь и говоришь, тебе встретиться, не встретиться. Хоть встретиться, хоть не встретиться. Тебе, если ты грозненский, тем более. Обычно ногчи ничего не боятся, они зайдут в эфир и скажут, Башлан, я это считаю. С тобой все ясно. Слушай, Руслан, ты просто-напросто бурю в стакане наводишь. Ни о чем. У меня ряд вопросов, касающихся географии, истории, культуры. Мне некогда терять на тебя время. Зайдешь, я отвечу на любой твой вопрос. На любой твой вопрос. А так, то, что ты гоняешь воздух туда-сюда, это пишешь, что пишешь, мне это не интересно. Если у тебя есть конкретный вопрос, я же говорю, я тебе отвечу, Руслан. Зайди. Год прошел, 10 прошло. Тогда ответь ты. Может, ты сядешь, и когда будут говорить про весь чеченский народ, зайдешь, и ты ответишь. Ты же представитель, а нохчеваться, унахваться, съедаться, яхьяться. Хай омр кот алдин дубошка, джвак дал цауэц. Хочу, али, жвак лоца. Лишь даться, хилек дать бош. Хочу, али, вишь хил. Чу цавош, сам жвак лоца. حنا حوالو تسرا دونك حنا حوالو تسرا دونك حنا حوالو تسرا بوش حيتي بنتوك من قومن لشخش حي مخكن لشخش حط أقوى أقجوه ладно, 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 ладно. Разговоры, да и только. Ибрахим, есть вопросы в Ютубе, что там, по каким?
вопрос, который я говорил, да, хакай свалил, кто это говорит. Все, и эльчани, аддыштал арим, Руслан. Это проще всего сказать, да, хакай свалил, кто это говорит. Все, сказал, и все не прилипло. А то, что пишут книги, а то, что пишут, что, допустим, Мелхи, Ирвай, Итумкала Ашбеш, Сырноводский район Ашбеш, что они маргиналы, что их культура маргинальная, скопирована, это нормально, по-твоему, да? Вот это нормально. Руслан. Так кто говорит про весь народ? Кто говорит про весь народ? Хоть раз, где говорили, я говорил, или кто-либо говорил, что весь народ виноват. Покажи мне хоть один видео или один пост, у меня там 12 тысяч постов, где я говорю, что виноват народ. Или даже виноват один тейп, покажи мне. Я клянусь тебе Аллахом, я этот пост удалю полностью. Где я обвиняю целый тейп или целый народ. Будь то с запада или с востока. Мне без разницы, да хоть с севера. Там были некоторые нагайцы тоже, которые говорили, мы айдува до самых гор, вся земля была нагайская степь. Есть и такие. Кумыки там говорят, Грозный наш, до Назрани, все наше было. Есть и такие. Башлам. И что из этой стороны говорят, это оскорбляет. Пусть говорят, бабы тоже сплетничают. Каждый вечер болтают, говорят, зачем на них обращать внимание. Руслан, с этой стороны я уже вижу то, что ты говоришь, да, твой разговор. Во-первых, то, что ты говоришь, не имеет под собой обоснования. С этой стороны, обычно говорят, с этой стороны, не с этой стороны, никому никто ничего не делает. То, что ты говоришь, это не болтают. Проблема в том, что это все фиксируется, это все записывается. В социальных сетях, в книгах. Ты понимаешь это? Это не просто не обосновано. Я же тебе говорю о книгах, о статьях. Это все написано. Здесь написано, там написано. Мы же говорим о научном подходе. Причем тут это? Делаются карты, делается фальсификация. Ты видишь, карты рисуются, закидываются сотни в интернет. И ты после этого меня будешь убеждать обратно? Да. Умдяш ватсоп. Evet şu an Uktagon. Амничао. Хакачио. Давай. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Да не говорю я никогда. Руслан, ты вообще, я не знаю, может ты молодой, намного младше меня. Никто здесь никого не обзывает. Обзываться, царапаться, оскорблять. Такие вещи занимаются, это детский сад. Я этим не занимаюсь. Обзываться, оскорблять никто не оскорбляет. Просто мы ведем определенную работу, историческую работу, исследовательскую работу, чтобы нашим потомкам не было стыдно. Чтобы они достойно могли сказать, это наша история, это наша Родина. Что не нравится тебе или кому-то, вы заходите, не заходя сюда год, мархабатта, заходите, да я могу, опять же, вопрос же совсем о другом был. Началось же не об этом. Мы вообще говорили о башнях. Речь не об ингушах, о башенных комплексах, о работе, о книгах. Ну, кто-то же это должен делать. Ты бабки зарабатываешь, другие там истории, третьи стихи пишут. Так вот, мы из тех, и мои подписчики из тех, которые хотят, чтобы автобиография, история, география нашего народа была чистой, прозрачной, не оболганной. Понимаешь? Вот в этом вся разница. Я не знаю, почему ты так считаешь, или почему-то что-то у вас какое-то понимание такое. Ибрахим, есть вопросы в Ютубе? Если есть вопросы, задавайте. Я смотрю, вот в принципе,
В принципе, конечно, сегодня я должен был на родном языке провести историю, но я очень давно не был в эфире и решил, что сегодня немножко по-другому буду говорить. Ну да ладно, по мере возможности. Вы видели, да, я буквально даже, может быть, не 7 или неделю, или 2 недели, даже посты не делал, не публиковал. В принципе, я и то, что я пишу, опять же, мы только про историю, опять же, про географию. Да, кстати, я хотел сказать, этот один подписчик в Фейсбуке мне написал о двойных стандартах и так далее и тому подобное. Послушайте, уважаемые друзья. Есть посты, есть некоторые темы, которые Башам давно это говорят, что Наурский, Шелковской район принадлежали. Нет, не принадлежали, но в определенное время они завоевывали эти места. Было такое. Но всегда принадлежали им, это, конечно же, недостоверно. И когда мне люди начинают говорить, вот ты не пишешь там на этот собор делаешь, что это ложь. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. О двойных стандартах, которые говорили. Двойных стандартов нету. Есть тематика, которая уже, честно сказать, везде. Все об этом говорят. Там это сделали, там это случилось. Будь то спецоперация, будь то другие вещи. Есть вещи, которые люди и так, и без меня везде могут посмотреть. Их достаточно. Посмотрите, если вас что-то интересуется конкретно. Я говорил и говорю это всегда. Я по сути своей, я пацифист, я не люблю войн. Любую войну не люблю. Я хочу, чтобы мой народ возродился. Это это мое личное мнение. Чтобы нас было там не миллион, не 1,5 миллиона, а 3 миллиона, 4 миллиона, 5 миллионов ночи было. Чтобы они изобретали, завоевывали спортивные, я не знаю, Нобелевские премии, я не знаю, ученые, биологи, химики, физики, инженеры. Вот о чем я мечтаю, и это вот, что я хочу каким-то образом до людей донести. Вы упрекаете меня о двойных стандартах. Я говорил и тогда, и говорю сейчас это. Сам Герман Садовой в своей книге писал, что нашел немало доказательств о происхождении от хазаров. Чушь собачья. Насчет Германа Садулаева я хочу сказать, что никаких доказательств найти Герман Садулаев никогда не сможет тому, что чеченцы являются там или имеют какое-то отношение к хазарскому каганату. Никаких доказательств не может, потому что сами ученые, археологи, никто не может ни показать, ни доказать того, что когда-либо эти воины или верхняя, самая высшая каста, эти каганы, какой национальности были. Герман Садулаев писатель, конечно, да? Но у нас писатели любят преувеличивать. Я не хочу относиться оскорбительно ни к нему, никому, но ни к нему и кому-либо вообще. Но фантазировать на эту тему можно сколько угодно, однако доказательной базы, по крайней мере, я не видел. Единственное, что мы можем сказать, что Аланское царство пало под натиском хазарского каганата, и если мы являлись частью Аланского царства, а мы таковыми являлись, что
должны были выставлять определенное количество воинов в хазарский каганат во время боевых действий. То, что хазарский каганат воевал против арабского халифата, и что мы были, к сожалению, вынуждены были на стороне хазарского каганата, вот это вполне логично и вполне может быть. Понимаете? Поэтому нужно очень, по крайней мере, дайте мне эту книгу Германа Садулаева, пришлите, я ее полностью разберу и вам отвечу более. А так сейчас какие-то гипотетические вещи говорю. Башлам, исходя из каких источников ингуши начали говорить, что их земли до Аргуна была. Да никаких источников нет. Никаких источников нет. И не могло быть. Ингуши вообще сформировались намного позже, чем чеченцы, по сути. Что касается Галга, это было в свое время, они были тейпом. Об этом говорит и Муса Сурабов. А потом уже объединились под этот общее название. И теперь они народ под это все. Поэтому никаким образом они не могли. Они говорят, ну, исходя из чего? Якобы башенные комплексы, якобы от них произошедшие, они же говорят, пантуай, хаккуай, сеттуай. Это их, Эшбатуай, это их, Бенуай, это тоже их тейп. Они уже столько тейпов прописали чеченские, они говорят, что они все ингуши, что я уже, честно сказать, из со счета сбился. Но я вам говорил, пришел человек ко мне в директ и пишет, и он говорит, если ты поклянешься, что ты, если ты, говорит, если я тебе докажу, что Эшбатуай, тейп, является исконным ингушским тейпом, обещаешь ли ты мне удалить свой аккаунт в Инстаграме и все аккаунты везде, где есть? Я, честно сказать, я очень долго смеялся. Ну, я опять же говорю, я не против, если бы это было бы так. Я не собираюсь там. Ну, Алга это бывший тейп, Эшбату это тоже тейп. Как один тейп произошел от другого тейпа, ни генетически, ни физически. И плюс ко всему, сами же, я просто не публикую месяц Рамадан, а Ашусу, там есть целые статьи, где они говорят, что ногти светлые, ногти, глаза зеленые, синие, блондины там, и так далее, шатены, что они якобы больше от русских и так далее, что якобы это нечистые, а вот чистые это только такие, как они, похожие там, я не знаю, темные, такие же, как они должны быть, понимаете? Ну, они такие статьи пишут, другие, а потом говорят, что мы от них, ну, как тут поймешь? Поэтому есть многое, если бы я это все публиковал, все, что мне приходит, весь негатив, всю эту ложь, где можно было опровергнуть, ситуация была бы немного иной. Но мне это не нужно. Я единственное, что мы будем, да, есть хорошие материалы по истории, лингвистике, географии. Опровергать ложь я буду публиковать по мере возможности. Я прошу прощения у всех. У меня просто-напросто в последнее время не самое лучшее положение. Но я попытаюсь реабилитироваться потихоньку, наладить обратно. Часто будем делать стримы, будем делать работу, буду публиковать посты по мере возможности. Сейчас пока, по крайней мере, наверное, один из самых тяжелейших моментов моей жизни не скажу, но вот за последние годы реально тяжело. Поэтому я из-за этого не мог проводить многие там вещи. Но это, да, все в руках Аллаха. Рицку шук Аллаху, рицтаду шук Аллаху, легче соответствует, да. Вот такая вот ситуация. Эфиры, наверное, за то, что я пятницу, субботу не сделал, мы постараемся следующий эфир сделать в среду. Ибрahim, можешь сделать анонс. Среда в 10-11 часов мы будем бомбить по нашей истории. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня 2 человека прислали донат в этот священный месяц, поддержали нас. Это один Адлан прислал, и один прислал Шах. Шах написал за брата Саида. С таким названием прислал донат. И Адлан прислал. Особо это важно и очень значимо для меня.
в такое время. Там есть свои моменты. Остальном на этом, наверное, сегодня я закончу. Я длинный марафон делать не буду. Люди, может, устали, может быть, там отдохнут. И дам а на среду мы более подробно будем с вами отвечать на вопросы, тематику. Если есть вопросы, пишите в директ, в Инстаграм, в Фейсбук, Телеграм. Везде вы знаете, что мы есть. Ответим на вопросы, постараемся ответить. Если у вас есть моменты, пишите, мы будем их разбирать, мы будем обсуждать их. Просто-напросто, я честно сказать, не знаю, многим, кому интересно, они задают вопросы там, по тейпам задают, по географии, по истории задают. Я поэтому обсуждаю это, а не потому, что 4 года там больше говорить не о чем. Да, о чем вы хотите поговорить? Там убили, здесь расстреляли, там аварию сделали, война идет там, или спецоперация идет. Я говорю, о чем вы хотите поговорить? Вы прекрасно знаете мое мнение, даже той же мечети, если там не дают там строить. Мое мнение, если мы толерантны, если мы говорим о едином государстве, если есть земля, пускай строят. Если она кому-то принадлежит, если он даст, то чем она мешает? Мое мнение. Спросили, все закончилось. А остальное что? Аварии я не закидываю, больных я не закидываю, над которыми там смеются, издеваются. Имеется в виду вот, тиражировать это. Вот мое отношение к жизни. Я мусульманин, месяц Рамадан. Я пытаюсь максимально что-то сделать полезное, если я могу. У меня нет желания, ни стремления того, чтобы кого-то оскорбить, кого-то задеть, там, что-то. Вот такого нету, тем более в этот месяц. Но ложь, каком бы она цвете ни была, нарекаемая на весь народ, на нашу культуру, язык. Ну кто-то же должен отвечать. Ну кто будет отвечать? Ну вот написали книгу, посмотрите, взяли оттуда вот другой норнеец, причем выделив жирным шрифтом, написал, что наша периферия это маргинальное отражение там, и так далее. Изгой, все что угодно. Как можно периферия с маргинальным перепутать? Как? Как можно, у вас сотни башенных комплексов, Веденские и Тумкали, везде есть башни Чечни, делают фотографии, закидывают ингушские башни. Почему? Потому что в интернете их ближе найти. Они отличаются как земля и небо, чеченские башни от ингушских. У них белые башни, белой известью покрыты. Наших почти таких нету, таких белых башен. Но у нас есть даже фотографию. Ты берешь у них фотографию, публикуешь, под ними пишешь историю чеченскую, они пишут, почему ты мое авторское право туда-сюда, жаловаться. Я перестал даже брать фотографии наших некоторых этих фотографов. Я не знаю, а что танщина, люди выбрасывают, говорят, я знаю, это труд. Но если ты выложил в интернет, будь любезен, знай, что это в любом случае это достояние всех. И мы и так картно шлю, что мы лишь мы ногчи хаучи, Европе, хадует, хоко чемпион вайлам, башла хока харион, хока усинш, брат, просто вах, он зашел в магазин, нашел глобус, сфотографировал его. Хок глобус, Европе, юкшел, чисто, ногчи чубит, я указан его, он сфотографировал для нашей работы, прислал, что это стоит, вы вроде бы, может, недорогая, но с Европы сфотографировал, сделал, прислал для нашего дела. Да, я только упомянул, есть проблема, написали, поехал, брат, нашел за свои деньги, купил $100, $1500, привез книгу, отдал, работай, башла. Эти люди, патриоты, они думают за свой народ, за свою родину, о будущем думают. А какое будущее, если вы хотите вырасти, я не знаю, какими-то... Чем заниматься? Бьюти-блогером, автоблогером, здесь машина, там машина, здесь авария, вы сюли сфотографируют, там этих сделать, то сделать. Что вас интересует? Единицы нас остались, и вы до конца нас топите и хотите, чтобы там настроение, коучится душу, 20 верст. Потом иду шуханна хадулаца, шукот алдина ду, шунахсли алдина ду, ош каздаца, хакар хадил ду, шумах бат, шукан дат, шутейп дат бош, шен лиш бочан. Ешашом
В мире это сейчас не так действует. В гибридных войнах это не так действует. Никто не будет тебе. Поэтому они прячут те бёрчи, я сказал, прячутся за аватарками пустыми и пишут это. Но все это остается. Сегодня они это позволят, завтра позволят какой-нибудь Чингачгук, послезавтра какой-нибудь там злой грузин и так далее и тому подобное. И мадувай боштек, злотло, внимание, обратить, он делает, да отбита, да отбичок 20 лет, вахвашин аусиш, сколько про нас грязь, сколько даже наши внутренние враги про нас пишут. Шусачо, танчина, душу сумца, я не знаю. Шусун ахчелу, что платить, я что аж вахайняна, а что вообще виторваться. Ладно, бол бясу, бюсару, нохчу херу, шемох безик, шемох без херу, мох беза, ам деза, тейт деза, юрт деза, бау деза, хуата ше нохчел дешвала, он хал дешвала, шемот бешвала, гыл яздингал дешвала, соцеру, ваци, сунок чухада яхкин, и был тацели, а шешен лучше дава, кишан ахалишта. Садахун датшун. Шсуях шух нохчи даур датшун, شين لا وين أشخل شين لا تشين شخل شين لو أدخل نسوي دلور دات شيت إيز داتي إنوفشل خير داتي واخين أول تاركش يا خينا صون بيلك عيشي هون هر أول شيء حواتي هون هني هذين تعمياتني هر دوي وز دوي يحتكوش دوش يكرتكوش دوش يدنات أولش يوز أولش أشتاق شون سدود يا вообще тем кто даже в дальнейшем просмотрит этот ролик, не тем, которые сейчас здесь сидят. Да, ношел дуэльшун, удиду, сабацкий муак, садей муаккибац, нохчу юса, дай муакуса, дай кузах бяха, бина, изер шашка, цунде асагат, тадер, сошуз герга лудиеша, мазуеша, ассейн, вайк омах лятцег, дюйцер душун, хазхиет, аладуар душ, сахиети, ашу гумацабах. وان اشتا گوشتو ساماس подписчику گوشتو телефон шлурю машин слушаю лурю бочан мел подписчик гушту миллион экиятта сон 900 тысяч экиятта са эхтонш бац машин шила эхтонш бачун телефон шила эхтонш бачун ам нохчел диза рылк вай истории вай муак и диза и вай علمان سان لك حق ياتسوين دا ايدوشون اشتخل شون إيشا نشون إيشرن دات تات большан مثلا собаш. Масера адекел Ибраим, не забудь, в среду, наверное, мы сделаем, если у меня получится, конечно. Адланини шахини далсаю шуданат адекел